ФСБ издевается над семьей Ильми Умерова. Обещали выписать заместителя председателя Меджлиса. Однако, когда его родные вместе с адвокатом приехали забирать его из клиники, следователь ФСБ передумал. Российские власти Крыма возбудили уголовное дело в отношении Умерова по статье «Сепаратизм». В 3 часа должен был быть следователь Скрипка. Он не приехал, отменил свой приезд, потому что ни до каких других целей, кроме как прийти и ознакомиться с нами об окончании экспертизы, я не вижу целей, которые могли бы его преследовать. И вот он не пришел, я подозреваю, что это как связано с всем этим обсуждением широким в сетях и в СМИ, значит, ситуация вокруг Ильи Умерова. Я думаю, они просто хотят, чтобы немного остыло. Но я думаю, что они вот буквально в ближайшее время должны его отпустить из психиатрической лечебницы, потому что это уже становится даже не драматично, а смешно, то, что они делают. Необходимости его там держать вообще нет никакой. Ильми Умеров находится на грани жизни и смерти. Об этом сообщил председатель ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедля. Российский суд Симферополя принудительно поместил его в психиатрическую больницу. Сегодня просто идет физическое уничтожение человека. Да. Сегодня идет целенаправленное тихое убийство Ильми Умерова, нашего коллеги. Причем это пытались сделать в суде, потом это пытались сделать в больнице, там не долечивая его. Но фактически сегодня наш коллега там находится на грани жизни и смерти. Сегодня, после того, как мы вроде бы с одной стороны пошли на уступки, с другой стороны каждый день туда поселяют уголовников. Если раньше он мог знать, что у него там стоит бутылочка с водой и никто туда никакую заразу не всыпет, сегодня уже 3 уголовника с ним в палате. То есть он не сможет проконтролировать, что, куда могут сделать. А там самый настоящий дурдом. Там вообще нет никаких человеческих условий. Там эти психбольные, которые годами там находятся, они на улице, под навесом. Там вот такой маленький бачок еды на 100 с лишним человек. Они там с голоду пухнут. Там точно обстановка ужасная. Там просто даже нормальный человек может сойти с ума. Его там сидят и добивают. Добивают с одной стороны этими психами, с другой стороны этими уголовниками. Президент Украины Петр Порошенко заявил, принудительное содержание в психиатрической клинике Ильми Умерова – это возвращение в сталинские времена. В интервью телеканалу CNN глава страны вспомнил о сотнях украинцев, которых отправили в российские тюрьмы на оккупированных территориях. Президент Украины призвал весь демократический мир быть солидарным с Украиной и усилить давление на Россию. Одного з лідерів кримсько-татарського народу Ільмі Умерова було запроторено до психіатричної лікарні. Ми бачимо, що сталінські часи 30-х років ХХ століття повністю повертаються. Це проблема усього світу, і США, як світовий лідер, разом з нами стоїть і має стояти на сторожі глобальної безпеки. ОБСЕ призывает освободить Ильми Умерова. Председатель комитета парламентской ассамблеи ОБСЕ по правам человека Игнасио Санчес Амор заявил, что содержание в психиатрической клинике Умерова является тревожным сигналом ущемления России и крымско-татарского народа и должен быть немедленно отменен. Обвинение только за мужество, за высказанное мнение. Российские власти в настоящее время используют старую, особенно тревожную тактику, пытаясь заставить замолчать Умерова. Это неправильное утверждение о его психической нестабильности является попыткой наказать Ильми Умерова за высказывание в пользу территориальной целостности Украины. Я призываю к немедленной отмене этого решения и освобождения господина Умерова.